Вот видишь, сколько новых новостей есть, оказывается. Без этой газеты и не узнали бы. Читать газету, обсуждать свежие новости за чашечкой кофе – добрая традиция в этой семье. Домочадцы Селиме Ханум начали выписывать газету «Яны Дунья. Новый мир» еще в Узбекистане, когда она называлась «Ленин Байрагы. Знамя Ленина». Семья Мустафаевых газету «Яны Дунья» выписывают более 20 лет. Она для них неотъемлемая часть жизни. Газета помогает им сохранить традиции, культуру и язык нашего народа. Для Селиме Умеровой «Яны Дунья» не просто газета, а источник знаний. Ведь благодаря изданию она обучила родной речи не одно поколение учеников. Женщина всю жизнь проработала учителем начальных классов с крымско-татарским языком обучения. В 90-х годах, когда начали издавать газету, я работала в национальном классе. В то время, кроме азбуки на родном языке, ничего не было. Поэтому мы использовали материалы из рубрики «Мелевше». Это была очень полезная информация. Детям нравилось. Они с удовольствием изучали родной язык. В этом году Яны Дунья празднует свой вековой юбилей. В ее становлении приняли участие известные поэты и писатели. За век газета «Яны Дунья» трижды меняла название, трижды алфавит, и только язык крымско-татарский оставался неизменным. Газета «Яны Дунья» для крымско-татарской молодежи в то время была и университетом, и школой, и газетой. После депортации крымские татары 13 лет не имели возможность получать новости на родном языке. И только в середине прошлого века на чужбине газета вышла в свет под новым названием «Ленин Байрагы. Знамя Ленина». Газета «Ленин Байрагы» на самом деле была живой энциклопедией нашего языка, литературы, фольклора, драматургической и сценической истории. Ее тираж был очень большим. Не было такой крымско-татарской семьи, где бы не выписывали «Ленин Байрагы». Четверть века назад газета начала издаваться в Крыму и вернула свое старое название «Яны Дунья». Сегодня это цветное, восьмиполосное национальное издание. Единственная в мире газета, которая издается полностью на крымско-татарском языке. Выходит каждую пятницу с тиражом более 4000 экземпляров. В нашей газете работало много известных писателей и поэтов. Мы идем по их стопам, продолжаем их дело. Мы стараемся издавать газету на литературном крымско-татарском языке. В честь юбилея национального издания на полуострове проходят различные мероприятия. Вот и сегодня в Крымском инженерно-педагогическом университете состоялся круглый стол. Обсудили тему современной журналистики в Крыму. У нас именитые гости, именитые журналисты сегодня, а выступать сегодня у нас будут молодые журналисты, их 9 человек. Мы привлекаем молодых журналистов к творчеству, к тому, чтобы они могли себя проявить. Только самые свежие новости и эксклюзивные материалы о жизни коренного народа. Яны Дунья, как и 100 лет назад, работает на сохранение и развитие родного языка, национальной культуры, искусства, литературы и вековых традиций крымских татар. Айша Шулакова, Виталий Голубев, Магомед Нестуров, телеканал «Миллет».